Ташкент Большой Шлем 2023 успешно стартовал, и мы начинаем наш обзор этого турнира с весовой категории до 66 килограммов. И это представитель Таджикистана Нурали Эмомали. Около полугода назад я делал видео про этого 20-летнего парня, как он завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров, где я отметил его очень хорошие качества борьбы. این دوره هفتگی‌ها برای بیماری‌های عضوهای مردانه پرستاتید میگویند. امروز برای کسالی‌های معده، روده، گرده، خصوصا عصب. داروهای طبابتی ما برای فشار خون، بفرزندی، سرطان، ذوب، عصب، سریعت، بیماری‌های معده و روده و دیگر بیماری‌ها میباشند. هر یک چیزی که ما میفهمیم از آن دسترس چیزی که آن گل گیاهی است در وطن عزیزمون تاجیکستان عزیز پرورش کرده می شود، در کوه و بیابان‌های تاجیکستان می روید. از همه بهترین است. شما فقط زنگ زنید، ما دارو رو بردن میرسانیم. برده رساندن در شهر دوشنبه بپول. И что, возможно, Таджикистану стоит надеяться на этого парня. И уже сегодня в похожем контексте мы видим про него видео уже на взрослом турнире, на турнире мировой серии, на котором борются очень серьезные ребята. И, конечно же, самое важное, разыгрываются очки квалификационные на Олимпийские игры, поэтому Эмомали Нурали, пожалуйста, вашему вниманию, его первый раунд. Он в белом кимоно борется против спортсмена из Туркменистана. Сразу хочу сказать, что сегодня таджик выглядел очень активным, очень бодрым, действительно заряженным. И вы можете видеть, в принципе, по борьбе каждый раз пытается он атаковать, раз за разом. Очень активная борьба. Бескомпромиссная. Конечно же, за такую борьбу могут и наказать, но сегодня не было на пути Нурали таких оппонентов, которые могут его огорчить. Сегодня был действительно его день, и по праву он стал сегодня чемпионом. Тем временем первый раунд подходит к логическому завершению. В этом эпизоде Эмомали забирает захват и вот таким вот ипоном заканчивает первую встречу за 40 секунд до конца. Зашел с подсечкой до конца, подбил ногу, удерживая левой рукой за спину оппонента, и уверенно во второй раунд, в котором он боролся против дзюдоиста из Узбекистана на этот раз. Узбеки сегодня тоже молодцы, имеют несколько медалей различных. В принципе, прогнозируемо. Очень сильное выступление от узбекской стороны. Тяжело Эмомали было, конечно, бороться с хозяином турнира. Явно трибуны гнали вперед своего соотечественника. В этом эпизоде борьба на поясах немножко получилась. И из этого эпизода Нурали выходит, как вы видите, победителем. Очень такая шаткая ситуация была, любой мог бросить. Плотная борьба. И видите, что Нурали все равно продолжает давить. Эмомали пытается бросить, несмотря на то, что ведет он в счете все равно. Одно в азаре. И за 18 секунд до конца заходит снова в плотную борьбу Эмомали. И таким броском через бедро заканчивает данную встречу ипоном. Очень уверенно. И красиво получилось. Конечно, не было достаточно того контроля, но тем не менее ипон засчитан, потому что это было действие Эмомали. И вот он четвертьфинал против Валид Кьяра. Очень опасный, конечно, этот француз. Может любого выиграть, любому проиграть. Но закрепился он в новом для себя весе достаточно уверенно и выглядит поинтереснее он в нем, чем в категории до 60 килограмм, лично по моему мнению. Видите, что выкидывал очень опасные приемы представитель Франции. Обязательно хочу вам напомнить, что вы подписались на телеграм-канал Judo Art. Там мы обсуждаем, я показываю в режиме лайв все основные моменты каждого турнира. Там вы можете пообщаться между собой. Обязательно подписывайтесь, пишите в поиске телеграм-канала Judo Art и присоединяйтесь. И вот таким вот очень близким броском Коучигари Эмомали зарабатывает ипон и выходит в полуфинальную встречу против узбекского оппонента. Уже второй узбек на его пути. И вот такое вот видео нам предоставила Международная Федерация Дзюдо.
И вот она подсечка, просто прекрасная в полуфинале от Эмомали. Всего 12 секунд ему потребовалось, чтобы победить Тилового из Узбекистана и выйти в финал. Просто на 5 баллов подсечка. Можете видеть сами. Отличное исполнение. В финале он боролся против Нурилаева Сардора, который тоже открыл счет своим медалям спустя полгода, даже больше. Очень важная медаль, но Эмомали в голденскоре, смотрите, забирает пояс снова. Заходил на бросок через себя Нурилаев и подловил его Эмомали, и дали ему иппон в этом эпизоде. Это первая медаль в истории для Эмомали со взрослых турниров, с турниров серии IGF. Я его с этим поздравляю.